Здравствуйте, уважаемые слушатели вебинара. Сегодня тема нашей встречи – подросток в приемной семье, к чему быть готовым, гостевой режим, плюсы и минусы. И вести буду ее я, Лужикова Ирина Васильевна, педагог-психолог регионального центра развития социальных технологий. По ходу вебинара задавайте вопросы, постараюсь ответить сразу. Давайте начнем. Поговорим мы сегодня об особенностях кризисного периода подросткового приемных детей, а также о форме помощи ребенку, оставшемуся без попечения родителей, такого как гостевой режим, плюсы и минусы данной формы. Подростковый возраст – это период перехода от детства к юности, который сопровождается агрессивностью, рискованным поведением, естественно, конфликтами с окружающими и поисками своего «я». То есть ничем я вас не удивила, да, сказав об этом. В настоящее время границы подросткового возраста размыты от 11-12 лет до 15-16. Это возраст серьезного кризиса. Возраст, когда происходят гормональные, физические изменения. Это этап развития, когда ребенку необходимо ответить на такие вопросы: как я оказался в этом мире, какова моя миссия в этом мире, да, и что я из себя представляю. Это возраст отделения от родителей, чтобы стать частью социума. Начнем, наверное, с физиологических составляющих. Подростковый период характеризуется интенсивным ростом, повышенным обменом веществ, резким усилением работы желез внутренней секреции. Это период полового созревания и связано с ним, естественно, бурного развития и перестройки всех органов и систем. Гормональные всплески, эмоциональные вспышки. Да, мы наблюдаем в этот период особенно ярко. То есть, к примеру, ребенок только смеялся, был с вами добр, да, эмоционален, как вдруг резко начинает негодовать, плакать, а то и кидаться на пол. При этом через какое-то время небольшое он вновь спокоен. То есть, да, такая вспышка произошла эмоциональная. При этом он об этом говорит вполне спокойно. То прыгает и скачет, и как вдруг резко устает и говорит, что все, я устал, я хочу спать. То есть вот эти скачки, такие эмоциональные, это нормально для подросткового возраста. Здесь же сказывается и закон неравномерности индивидуального развития. То есть некоторые дети, достигшие уже полового, так сказать, созревания, да, то есть физиологически они уже, так сказать, оформлены, другие же находятся, например, в середине же еще этого процесса. Здесь же соразмерно с этим совершенно неравномерно происходит умственное, социальное, нравственное развитие. То есть это все к тому, что не обязательно, что одновременно все системы начинают развиваться вот именно в подростковом возрасте, да, активно, да, то есть что-то может запаздывать. А если говорить по приемным деток, то здесь, да, особенно вот эти, если в половом плане, да, ребенок уже созрел, все, он уже, как говорится, даже развит тому, чтобы и семью может создать, к примеру, да, но в социальном плане это еще ребенок. Также неравномерно происходит и интеллектуальное, соответственно, да, развитие в этом возрасте. Специфика социальной ситуации в этом возрасте заключается в том, что ребенок находится в состоянии между взрослым и ребенком. При большом желании как можно быстрее повзрослеть, что, да, при этом вот эта детскость остается и, соответственно, нежелание брать ответственность, что и предполагает вот данное поведение, которого мы, кстати, боимся взрослых в подростковом возрасте. Даже предполагают такое, что подросток как будто бы глупеет к этому периоду, да, так как все силы организм именно отдает на физиологию, да, на перестройку всех этих систем. Естественно, меняются социальные роли, социальные требования возрастают. И ребенок иногда к этому бывает просто не готов. Подростковый возраст, он как лакмусовая бумажка. Да? Когда проявляются именно те проблемы и трудности, которые не были решены на предыдущих кризисах. Это в год,
да, в 3, в 7. А если ребенок приемный, то сюда еще плюсом идут. И как прошла адаптация, к примеру, этого ребенка. Да, если были сложности в этот период, это тоже здесь же все, да, выплеснется. Если тайное усыновление в семье, как приемные родители относятся к кровным родственникам, ну, если есть какие-то недоговоренности с ребенком, да, то есть это тоже здесь как раз-таки будет трудностью. Какова была мотивация у приемных родителей, когда они как раз-таки принимали ребенка? То есть здесь следует акцентировать именно на мотивации, ожидании, то есть, вернее, да, ожидания от ребенка. То есть если завышенные были ожидания, ну, соответственно, будут тоже определенные какие-то отрицательные моменты во взаимоотношениях. Кризис подросткового возраста – это всегда стресс. Это стресс и для ребенка, и для взрослого. Ребенок сталкивается, в частности, приемный ребенок, он сталкивается с неизбежностью перемен. И как же он рассуждает? Перемены – это плохо. Когда меня бросила мать, это была одна перемена. Затем меня переместили в детский дом, затем в другой детский дом. Затем я попал в приемную семью. И для себя ребенок делает вывод, что перемены – это страшно, это тяжело. И этого лучше избегать, так как возрастает непреодолимая тревога. С одной стороны, ему очень хочется новую жизнь, с другой стороны, вот этот страх, который именно и выливается затем и в агрессивных тенденциях, и в поведенческих отрицательных каких-то таких, да, выпадках. Ну, к примеру, ребенку 13 лет. 6 лет он уже живет в семье, все благополучно, взаимоотношения хорошие, благоприятные. И тут он начинает выдавать, ну, к примеру, следующее там. Не дали одеть желаемую куртку. Да, что-то не то ему сказали, и он начинает истерить, как 3-летний ребенок. Что происходит? Да, ребенок в этот момент возвращается в травму, то есть в тот опыт, который он не прожил. Он не прожил либо кризис 3 лет, либо в год, да, когда ребенок вот это получает доверие к миру, должен, да, внутренне принять от родителей, когда какую-то самостоятельность, вот этот шаг не сделал, да, к самостоятельности, то есть не присвоил, не прошел этот кризис по вине, неважно, там, неблагоприятных каких-то вот этих условий, когда были в его кровной семье, либо он всю свою детскость, например, прожил в детском доме, и там какие-то были тоже преграды, да, и ребенок не до конца, то есть не прожил вот эти кризисы. И тогда он это начинает проживать в следующем кризисе. А в данном случае это подростковый возраст. Да. Ему страшно, ему сложно. Но так как опыта доверия к миру, например, скажем, нет, да, то есть не сложилось, ребенок как будто бы снова возвращается, регрессирует в тот возраст и начинает его проживать заново, снова. Родители иногда в этот момент пугаются. Они думают, что с ребенком что-то не так. Он, наверное, у меня какой-то интеллектуально недоразвитый. Да? Что происходит? Ведь было все так хорошо. Что делать родители? Родителю важно оставаться в позиции взрослого. То есть не включать ребенка, да? Не начинать истерить тут же, не начинать кричать, не тем более стыдить, а представить своего подростка маленьким малышом, который не может справиться с собственными эмоциями. Подыграть ему, дать прожить ему вот именно эту ситуацию здесь и сейчас. Ну, естественно, родителю нужно знать причину, да, данного поведения, то есть знать историю ребенка до того, как он попал в их семью. И ответить самому себе, что да, у моего подростка таким образом уходит тревога. Ну и, естественно, затем, когда ребенок успокоится, уже поговорить с ним, что да, я вижу, ты в ярости, тебе сейчас плохо, ты хочешь, ну, там, покричать и так далее, что-то поделать. Его необходимо оставить, да? Успокойся. Потом мы с тобой поговорим, да? Потом мы с тобой опять обнимемся, как прежде. И дать возможность сначала ребенку проговорить, да? Если же ребенок не проговорит, тогда родитель предлагает, что давай поговорим, что не так, да? Ну и, естественно, заканчиваем всегда на плюсе. То есть мы с тобой с этим справимся. Когда ребенок чувствует, что родитель, другой взрослый, дает ему эту безопасность, он как бы, вот эта тревога у него снижается, и данное поведение потихоньку, оно затем просто уходит.
Это не значит, что подросток 13-летний, скажем, всегда находится вот в возрасте 3 лет. Нет, это ситуационно. Это как качели. То возникает ситуация такая стрессовая, непреодолимая, и он снова регрессирует в возраст 3 лет. Когда он это прожил, да, так сказать, он всю эту ситуацию вот здесь прогнал, как говорится, он снова становится подростком 13-летним, да, как ни в чем не бывало, словно отряхнулся. И в этот момент он уже от взрослого требует взрослую позицию, да, на партнерских отношениях, которая требует именно взаимодействия. И родителям важно это чувствовать, видеть, улавливать и подстраиваться, естественно. Подросток может так вести себя не только дома, да, в школе, соответственно, может так же. То есть что-то не по нему, возникла какая-то стрессовая ситуация, какая-то тревога, да, и он тут же может как раз-таки вот и в истерику кинуться, и вести себя совершенно как, ну, малыш. И это просто нужно знать, что да, у приемных подростков такое возможно, потому что это ребенок с травмой. То есть любая, в большей степени, 90% поведенческая реакция ребенка – это как раз-таки вот тот травматический опыт, это результат этого опыта. Да? То есть ребенку нужно с этим справиться. А он один не может, он справляется вот, ну, тем способом, который ему легче всего, который у него получается. А это всегда со знаком минус чаще всего. Если же в приемную семью, к примеру, взяли уже подростка, ну, уже взрослого, да, там, с 13 лет, с 14 лет, он также будет проходить всю эту матрицу развития. Да? То есть это не значит, что вот мы взяли там ребенка, который еще маленький был, он все это проходит, вроде бы и в нашей семье же. Все равно, будучи в той кровной семье, даже какую-то часть времени ребенок на себе уже испытал. Да? Вот это какую-то недолюбленность, отсутствие какого-то эмоционального тепла, и он все это будет требовать, то есть выдавать вот через такие регрессивные возвраты, можно так сказать. А если же пришел в семью ребенок уже подростком, то это в большей степени предполагает то, что он именно вот эти реакции, он, ну, будет родителю, да, предлагать во взаимоотношениях, в ситуациях как раз-таки тревоги, стресса. Здесь возможны риски. Какие? А именно связанные с ожиданием родителя. То есть если родитель ждет от вот такого подростка, ну мы же ждали помощника, ждали вот такого взрослого уже, так сказать, да, со взрослыми какими-то мыслительными, ну, там, да, мнениями, мыслями и так далее, который все сразу понимает с полуслова. А тут вот получили, вот, пожалуйте, нате тебе, да, ребенка такого, то возможны трудности. Да, ну, то есть здесь немножко тоже нужно как раз-таки, если вы понимаете, что у вас вот такие трудности есть, ну, это относится именно к родителям, то лучше обратиться, да, к специалисту, чтобы отработать это, да, терапевтически со специалистами, более экологично, чем нежели выжимать это из подростка, что может выйти ни в плюс ни вам, ни ребенку. Ну, как может ребенок вести еще в таких случаях? Он может на коленочки ложиться, да, ну вот как раз-таки, может даже в кровать к родителям прибегать, а это же тоже поведение, ну, вот как раз-таки, да, ребенка более младшего, то есть ребенок что-то не прожил, что-то ему не хватило, и именно подросток, вот, когда, опять-таки, да, входит в травму, он хочет это все пережить, он как будто снова хочет поставить на места все то, что было не прожито, да, что болезненно было до этого. И зная, что ваш ребенок психологически здоров, ребенок проживает эти периоды заново. А это периоды эти, они не постоянны. И, соответственно, затем уже оно потихоньку и уже уходит. Я уже говорила, что все-таки подросток, он одновременно ждет от родителя и такой взрослой, твердой, зрелой позиции, да, который способен обеспечить ему и безопасность, и здоровое психоэмоциональное развитие, и одновременно возможность, да, решать вопросы на равных, как партнеры. Несмотря вот на эту внешнюю, иногда бывает, подростки предлагают такую браваду напускную, да, какую-то грубость, все-таки этот ребенок тем самым кричит о том, что мне не хватает сейчас любви и заботы, да, признания какого-то, принятия, а по-другому я не могу.
Ну, потому что это, вот, это подросток, это подростковый возраст. А родители должны, ну, то есть, будучи вот в такой взрослой позиции, все-таки вот между строк это прочитывать, угадывать, можно так сказать. Самая главная и трудная задача и подростка в этот критический период – формировать собственную идентичность. При формировании идентичности большинство подростков примеряют на себя множество различных. Они пробуют оценивать, а затем иногда отказываются от 10 ролей, а иногда критически изучают собственную семью, да, родственников, идеализируют их, других вообще не принимают во внимание, относятся с недоверием и наоборот цепко держатся за какие-то. Иногда не чувствуют опоры под ногами, им кажется, что они абсолютно никчемные люди. Сегодня они думают так, а завтра они мнение могут свое поменять абсолютно на 180 градусов, да? Даже на 360. И в конечном итоге они сталкиваются с необходимостью ответить на такие вопросы. На главные вопросы. Кто я и что я собой представляю? Да? Но это вот как раз-таки вопросы формирования идентичности. У приемного подростка кризис идентичности осложнен тем, что он дитя двух семей. Да? То есть это кровная семья и приемная семья. И тогда вопросов становится гораздо больше. То есть каков я на самом деле? А какой семье я принадлежу? А на кого мне нужно быть похожим? И приемные родители здесь в большей степени должны, конечно, осознавать, что кровная семья очень важна для ребенка. И негативное отношение к кровным родственникам только усугубит данный кризис. И ребенку в этом случае необходимо восстановить эту идентичность. Однако родители приемные не всегда готовы с ребенком говорить о приемной семье, так как они считают, что не нужно вспоминать прошлое. Зачем? Лучше мы будем говорить только о хорошем. Да? То есть будем в хорошем настроении, как говорится, быть, и чтобы не ворошить прошлое, что там все плохо, грязь и так далее. Соответственно, иногда и сами дети стесняются обращаться к приемным родителям по данной теме. А это еще более усугубляет кризис идентичности. И бывает, что ребенок испытывает сильное смятение, да, как бы разрывается между двух семей. И вот это смятение, оно вызывает эмоциональную напряженность, способствует проблемному поведению, такому как и агрессии, воровство, и побеги. Да? То есть, а это вот, оказывается, вот отсюда. Поэтому очень важно заниматься профилактикой вот этого кризиса и предотвращать остроту переживаний подростка. В этот период возможно как полное обесценивание приемных родителей, так и полная их идеализация. Если в более раннем возрасте такие мысли и чувства ребенок он не решается проявлять, потому что он слишком зависим от приемных семей. Да? И если что-то не устраивает, то он таит эти обиды, он не проговаривает их. И ну, естественно, потому что просто не хочет, боится обратно вернуться в детский дом, чтобы его обратно отдали. Ну, а уже будучи в подростковом возрасте, это все, да, уже наружу, как говорится, всплывает, и ребенок как раз-таки начинает об этом кричать, и кричать он начинает именно своим проблемным поведением. Ну, что здесь необходимо? Каким образом как раз-таки формировать вот это собственное «я» приемного ребенка? Ну, во-первых, давать ребенку понять, что его любят, принимают в этой семье таким, какой он есть. То есть не какие-то выстраивать, да, идеализации здесь по поводу ребенка и ожидания, а вот таким мы тебя взяли из детского дома и полюбили. Прямо и косвенно доносить до ребенка, что он нужен в этом мире, нужен семье, и он не зря родился. Дети иногда очень, ну, так сказать, комплексуют в плане того, что у них, например, там родители были больны алкоголизмом и так далее. И стесняются, да, проговаривать, что да, действительно это так, потому что им хочется быть не таким, то есть именно в подростковом возрасте, когда ребенок большую часть прожил, к примеру, да, в такой семье неблагополучной. И в этом случае иногда он не принимает своих кровных родителей, да, он как будто бы хочет, чтобы подчеркнуть какое-то собственное достоинство, что он отличный от них, да, что он хочет быть другим.
И когда родители считывают это, общаясь с ребенком, это, естественно, нужно ребенку предлагать. Да? Но, естественно, говорить о том, что не очернять, имеется в виду, своих, его кровных родителей, и проговаривать, что да, такое бывает, что родители не справляются с воспитанием, и что ребенок в этом случае не виноват. Ребенок имеет право выбрать свой путь, отличный от родительского. Отмечать сильные стороны ребенка, успехи его, достижения, и корректно, естественно, говорить об его провалах, о его ошибках, о его неудачах, давать ребенку свободу в выборе занятий, в выборе увлечений, выслушивать и уважительно относиться, естественно, к его мнению. А это как раз-таки самая такая болезненная тема, да, когда ребенок что-то хочет сказать сам, а родитель говорит, а сейчас буду говорить я. Да? То есть именно партнерские отношения в подростковом возрасте предполагают договор. А договор – это когда выслушивается одна сторона, выслушивается другая сторона. И если одна из сторон в чем-то не согласна, то договор пересматривают. Да, соответственно. Чаще всего бывает так, что родитель что-то проговорил и, выслушав ребенка там на полуслове, понял, что ему это мнение не нравится и говорит, значит, будем делать вот так. Мы ведь договорились, да? Ну, естественно, это не договор, да, это, так сказать, такая манипуляция со стороны взрослого, которая может выйти, ну, так сказать, недоверием со стороны подростка. В следующий раз он просто не подойдет. Настраивать ребенка на хорошее будущее, то есть поощрять, задумываться о том, каким он хочет быть, когда станет взрослым. То есть какую-то перспективу выстраивать вместе с подростком. Для приемного ребенка всегда важно осознавать свое место в семье, как в замещающей, так и в кровной. Каким образом можно ему помочь в этом направлении? Ну, во-первых, давать возможность ребенку проговаривать свои чувства, мысли относительно кровной семьи. Да, родители иногда боятся этих проявлений, да, что ребенок вдруг начнет плакать, истерить, что-то будет проговаривать, какие-то вещи неприятные и для него, и для родителей. И при этом и опасаются и позитивных чувств, с другой стороны. А вдруг ребенок будет говорить какие-то хорошие, что-то хорошее, да, про кровных родителей, говорит, что он опять их полюбил, будет о них тосковать, захочет к ним вернуться. То есть нужно принимать и это, и другое, да, со стороны ребенка. И если хочет ребенок встретиться со своими родителями кровными, то, естественно, родитель, будучи уже во взрослой, да, позиции сейчас, находясь, общаясь с ребенком, если это возможно, то съездить и обещание это выполнить. Потому что ребенок в любом случае, он будет искать, желать, хотеть встретиться с родителями. Если не с приемным родителем, то сам по себе сбежит и так далее. То есть лучше уж, чтобы это было, да, в безопасном режиме, так сказать. Родители боятся... Ну, вот я проговорила, что ребенок будет вспоминать, как ему было плохо, расстраиваться, ему это будет тяжело слышать. На самом деле не нужно бояться чувств, а нужно давать возможность выходу этих чувств наружу, так как эти чувства, они всегда подтачивают ребенка изнутри. Признание страха, тревоги ребенка, его печали о людях, которые оставлены позади, и, соответственно, неуверенности по поводу будущего. То есть с ребенком нужно проговаривая. Я не знаю, когда мы это в действии что-то еще и делаем дополнительно, это говорит о том, что ребенок начинает проживать это, да, то есть, и, соответственно, тревога и страх, они уходят, то есть ему будет легче, а, соответственно, и родителю тоже. Если родитель не в силах, да, не компетентен в этом вопросе, то, соответственно, лучше обратиться к специалистам. Когда вы видите, что ваш ребенок постоянно прокручивает от какие-то ситуации одно и то же, то есть, да, не может выйти, то, конечно, лучше обратиться к психологу, педагогу, психологу, который сопровождает данную семью. А приемным родителям, конечно, лучше сохранять нейтральную позицию, да, чтобы ребенок рассказывал о своей кровной семье, трудностях, пережитых в ней. Также не допускать ни в коем случае каких-то резких, категоричных выводов по поводу его родственников, там то, что они плохие, да, и так далее. Это в большей степени приводит к
к тому, что у ребенка сформируется, во-первых, заниженная самооценка, негативное самовосприятие, ну и отдаление от замещающих родителей. Почему? Ну, потому что ребенок это 50 на 50 от своих кровных родителей. Говоря о них плохо, он автоматически это примеряет на себя. Если они плохие, значит и я плохой, значит я буду делать точно так же. Ведь я, как говорится, их сын, там, их дочь. Надо находить что-нибудь хорошее в кровных родителей, да, когда мы говорим о них, когда хочется ребенку о них вспомнить и как бы похвалить, да, на кого ты бы хотел походить. Давай вспомним, а что было хорошее. Вспоминая что-либо хорошее, оно закрепляется у ребенка бессознательно, и ребенок начинает автоматически, когда говорить о своей семье, именно об этом вспоминать, потому что ребенку всегда хочется, чтобы его родители были хорошими, да. И когда мы поднимаем вот это хорошее, да, а может, мама у тебя пекла вкусные пирожки, а может, ты там с папой любил, ну, там, смеяться, сидеть вместе там когда-то там в обнимку и так далее. То есть все равно что-то, какие-то крупицы есть, да, и это нужно ребенку дать. Это как ресурс к тому, чтобы ребенок формировал, восстанавливал свою идентичность со знаком плюс, да, и это, естественно, будет и на будущее работать. Они дали тебе жизнь. Посмотри, какой ты сейчас хорошенький, посмотри, какая ты красавица, какие у тебя глазки карие, как у мамы, там улыбка, как у папы, там, ну и так далее. То есть ребенок таким образом внутренне как бы дает себе ответ, что мои вот эти родители, которые сейчас замещающие, они хорошие, они не разделяют на до и после, да, я могу им довериться. И он, как говорится, тоже здесь расслабляется, и, ну, вот тот уровень тревоги, который постоянно точит ребенка, он постепенно уходит. Ребенку нужно объяснять, что так бывает, что у некоторых детей, да, две семьи есть, кровная, приемная, и ребенок имеет право походить и на кровных родителей, и в чем-то на членов своей новой семьи. Так, например, ты от кровных родителей унаследовала внешность, национальность, здоровье, таланты, способности, а у замещающих родителей, например, ты учишься тому, как взаимодействовать с окружающими, как правильно себя вести в обществе, там, как дружить, как любить и так далее. И об этом ему доносить должны не только, конечно, родители, но и там, не знаю, взрослые те, с которыми он общается, и кроме родительской, да, вот этой семьи приемной, педагоги, тренера и так далее. Мы знаем, что подростки именно вот в этот кризисный период, они стремятся отстоять свою независимость, да, то есть именно приобрести право голоса. И основная проблема, которая здесь встает, это взаимоотношения со взрослыми. Вот это стремление к эмансипации, стремление избавиться от родительской опеки является ключевой целью. Но это избавление вот именно от родительского вот этого контроля, что ли, да, происходит не путем разрыва отношений, а путем перехода на более новый какой-то качественный виток отношений. Да? Ребенок уже не хочет быть тем ребенком, который был, он хочет быть взрослым, а соотношение и, соответственно, и будет просить, да, таким сказать, через поведение, через какие-то свои вот эти подростковые такие выходки о том, что давай со мной будем как со взрослым. Ну и, соответственно, родители, улавливая это, они ему предлагают вот эту взрослость, да, а взрослость подразумевает что? Естественно, какую-то ответственность, какую-то самостоятельность, какое-то принятие каких-то собственных, да, решений в отношении того или иного, в той или иной ситуации, того или иного вопроса. В большинстве семей вот этот процесс, он происходит, естественно, болезненно и воспринимается взрослыми как вызывающее поведение ребенка. Да? А при этом мы знаем, что ведущей деятельностью в подростковом возрасте является интимно-личностное общение со сверстниками. То есть дети постепенно отдаляются от родителей, они предпочитают сверстников своих, начинают равняться именно на них. И поэтому нежелание общаться со взрослыми еще один повод для тревоги, да, опять-таки для родителей. Потому что ребенку, чтобы вырасти, чтобы повзрослеть, чтобы выстроить себя, выстроить свое собственное «я», ему нужна некоторая ширма от родителей. Но большинство родителей к этому не готовы, и они все-таки не желают, чтобы ребенок что-то скрывал, они хотят, чтобы он был прозрачен. И
беспрекословно их слушался. Но такое, как мы, ну, как мы родители, да, все-таки знаем, у кого уже есть подростки, что это невозможно. Да, ребенок не может быть все время вот здесь и сейчас с вами раскрытый как книга. У ребенка должны быть свои секреты, какие-то свои, что-то свое неприкосновенное, которое родитель должен только с его спросу, как говорится, да, знать, узнавать и так далее. Но это не касается тех вопросов, которые именно когда ребенок подвергается, например, его жизни опасности. Да, то в этом случае, естественно, мы здесь ребенка уже не спрашиваем, мы просто делаем, чтобы эта безопасность была. Очень часто родители критикуют ребенка, да, и удивляются тому, к примеру, ну почему не складывается общение, да, то есть очень часто в нашем, особенно вот русском менталитете, то есть мы постоянно, приходя с работы, с порога начинаем уже говорить, то есть критиковать, а почему это не то, а это так не сделал, а почему туда не сходил, а как у тебя вот здесь, а что... И, естественно, ребенок начинает сопротивляться, то есть потому что это, во-первых, это контроль, это гиперконтроль, да, от которого он сейчас в этом возрасте хотел бы вообще-то освободиться, но родители почему-то, как изначально, да, я говорила, не хотят вот этого нового качества отношений, а ребенок уже, вот он стучится практически в двери, да, и предлагает перейти. И поэтому здесь как такое пожелание, что все-таки и родители, и взрослые, которые... в школе, на кружках и так далее. То есть немножко нужно поменять, перейти на более партнерские отношения. Очень часто родители считают, к примеру, что чувства подростка несерьезны, что все это страсти, да, там, отвергнутая любовь, ненависть, злость, что это всего лишь игра гормонов, что это вот сейчас, это все быстро пройдет, но это не стоит обращать внимание. Но это неверно. Для подростка здесь и сейчас это все очень серьезно и все по-настоящему. Для подростка характерны переживания, связанные в отношении к самому себе, к собственной личности. И переживания эти чаще всего носят негативный характер. Да? То есть ребенок подросткового возраста никогда не будет, и, наверное, в большей степени вы не услышите какие-то суперположительные в отношении себя восклицания, да, и прилагательные, как говорится. И один из результатов вот такого самопознания – это заниженная самооценка. Процесс самопознания у них идет путем обнаружения новых и еще раз новых недостатков. И этому способствует и те оценки, которые дают им, соответственно, и окружающие люди. А представьте ребенка, который принят в семью, да, то есть он, в свою очередь, так как еще и приемный ребенок, что он имеет еще и тот опыт негативный, который, да, сформировался еще до этого, вот этих недостатков у него еще больше. Да, и получается, что вот этот приемный подросток, он требует со стороны взрослых экстра поддержки, да, и разрешения вот этих возникших проблем. Да, ребенок говорит о недостатках, да, говорит, что все плохо, да, говорит, что он сейчас все больше не может, не хочет, и вообще окружающие его не понимают, и вообще ничего не получается, и в школу он ходить не хочет. Да, нужно с ребенком согласиться, сказать, что да, действительно, я тебя понимаю. Предложить свой опыт, да, то есть это всегда в плюс. Договориться о том, что может помочь, кто может помочь, найти этого человека, найти время возможное, да, чтобы сходить, не знаю, кто бы это мог сделать, кто мог помочь и так далее, и так далее. То есть ребенку в этом возрасте, во-первых, ребенка нужно слышать, ребенка нужно своего, во-первых, знать, да, что сейчас с ним происходит. Ну, естественно, предлагать помощь. Не говорить, что это пройдет, что это все твои домыслы, что ты рассказываешь сказки, и что, как говорится, наша вот эта с вами фраза «до свадьбы все заживет», именно в этом возрасте это уже не сыграет. Здесь уже нужно все, как говорится, по-взрослому. Как говорят подростки, хочешь взрослых отношений? Давай будем по-взрослому.
Еще один аспект такой, который влияет как раз-таки на приемных детей, и в большей степени, наверное, со знаком минус, это когда в семье сохраняется тайна усыновления. То есть когда ребенок не знает, что он некровный. Хотя законодательно, да, это родители имеют право на сохранение тайны. Что же происходит в подростковом возрасте? Ну, ребенок начинает просто к родителям все чаще и чаще обращаться с такими вопросами: а что-то я на вас не очень-то и похож. Я, наверное, вам не родной, а вы от меня, наверное, что-то скрываете. И когда вот это происходит много, часто, уже на повышенных тонах, невольно родитель уже начинает эмоционально выдавать ту реакцию, которую ребенок считывает очень хорошо. Да? И если в семье появляется вот эта темная зона, вот это пятно, ребенок превращается в следователя. По статистике тайна усыновления как раз-таки раскрывается именно в подростковом возрасте. То есть родители, они до последнего стараются не говорить, не проговаривать ребенку, что пусть так и останется, пусть он же нам как кровный. Вот именно вот это слово «как», оно и раскрывается вот в возрасте подростковом. В лучшем случае подросток убежит из дома, да, в худшем случае это суицидальные попытки. Что происходит? У подростка складывается убеждение, что мир враждебен, что все враждебны, что взрослым доверять нельзя. И, соответственно, рушится все, рушатся те привязанности и то доверие, которое было, ну вот, как говорится, соткано по ниточке с родителем. И его заново сформировать будет очень трудно. Потому что сохранение тайны, ну, как говорят, что это бомба замедленного действия. То есть она все равно когда-то взорвется. А тогда вопрос, а когда говорить об этом? А когда ребенок, это в 3-4 года, он спрашивает у мамы с папой: откуда я взялся? Вот именно это та отправная точка, когда мы начинаем ребенку рассказывать сказки, рассказы, да, истории, откуда берутся дети. А это и будет являться профилактикой вот именно вот всего того негативного, которое может произойти, если эта тайна сохранится и ребенком раскроется в подростковом возрасте. Торопить процесс взросления ребенка не стоит. Да? То есть нужно всегда следовать за ним, угадывать, в каком он сейчас возрасте. Вот сейчас, именно когда ему плохо, ему там тревожно, и понимать этот механизм. Приемные родители помогают взрослеть ребенку. Чтобы расти, ему важно пройти все эти возраста. Да? Перескочить он просто, ну, он не то что не сможет, это даже по развитию ему оно будет только усугублять, так сказать, да, его развитие. Он будет все равно физиологически, да, психологически все равно возвращаться в эту травму, которая у него не проработана. Если же родители испытывают по этому поводу затруднения, то, естественно, лучше обратиться к специалисту. Ну, то есть я еще раз об этом, да, напоминаю, потому что это важно. Потому что с этим жить и родителям, и школьным педагогам, а до этого, да, и воспитателям, и в дальнейшем уже и другим окружающим людям, самому ребенку. Ну и сейчас мы плавно перейдем к второй части нашего вебинара. Это о такой форме помощи ребенку, оставшемуся без попечения родителей, как гостевой режим. Плюсы и минусы. Существующая система содержания детей-сирот в специализированных учреждениях, она предполагает полное социальное обеспечение, содержание ребенка, но не может заменить ребенку семью, полноценную семью, да, так сказать. И одной из форм содержания несовершеннолетних граждан, которые остались без попечения родителей, является гостевой режим, гостевой патронат, семья выходного дня, да, ну, то есть вот так еще называют это по-другому. Да, чтобы получить полную информацию, подробно узнать, это постановление правительства номер 432 от 2009 года. Эта форма устройства не является постоянной, да?
Это форма помощи ребенку без оформления его постоянного проживания в семье, а только в выходные, праздничные, каникулярные, когда ребенок на правах гостя посещает гостевую семью и кратковременно в ней находится, то есть не более 3 месяцев. Не секрет, что 80-90% детей в детских домах – это подростки. Подростков под опеку, под усыновление берут плохо. Ну, во-первых, это страх не справиться, да, уже с таким взрослым ребенком, что это уже устоявшаяся личность. Ну, а с другой стороны, подростки иногда и сами не желают менять свой вот этот уже устоявшийся жизненный ритм, какие-то устои, которые сложились у него, какая-то система взаимоотношений именно в детском доме. Но при этом эти же дети, да, эти же вот дети-подростки, они хотят получить, хотят побывать в семье. Им семья жизненно необходима. Все равно, хоть и даже вот все это присутствует, да, в их высказываниях, в их каких-то нежеланиях. И гостевой режим как раз-таки этому может поспособствовать. Он помогает ребенку выйти за рамки, которые созданы вот как раз-таки этой системой воспитательного учреждения, почувствовать, как функционирует семья. А именно понять функции семьи, получить какие-то навыки ведения хозяйства, общения со взрослыми, другими, да, детьми в этом семейном кругу, родственниками этой семьи. Гостевой режим дает возможность ребенку получить какую-то моральную поддержку и помощь не только пока он в гостях, да, но и когда он находится уже в стенах учреждения в будущем, да, это уже так на будущее, так сказать, когда он может и переписываться уже вот с теми людьми, с кем было в гостевом режиме, какие-то телефонные контакты иметь. То есть это уже, можно сказать, эта форма работает на будущее для ребенка. То есть у ребенка появляется, ну, так сказать, родственник, друг, который помогает, да, ребенку не стать одиноким, повышает ему самооценку, ну, естественно, и уровень его иерархии среди детей в учреждении и так далее. Однако даже при наличии гостевой семьи ребенок, даже если вот он уже, да, посещает эту семью, будучи имея вот эту форму гостевой патронат, он может быть и отдан и под опеку, и под усыновление, приемную семью. На время размещения ребенка в гостевой семье семья несет за него ответственность, естественно, да, за его жизнь и здоровье, но ребенок остается при этом на попечении государства. Иногда гостевой режим может стать шагом на пути к оформлению постоянной формы устройства. Да? То есть родители увидели в нем своего ребенка и пожелали, например, оформить опеку или усыновление. Это тоже бывает, случается. По нормативным документам на гостевой режим возможна передача ребенка от 3 до 18 лет. Но при этом не рекомендуют передавать детей в семьи старше 7, вернее, младше 7 лет. Для взрослых ребят, да, для подростков, эта процедура акклиматизации, она проходит более осознанно. То есть ребенок осознает, он понимает, что взрослые берут его на определенное время. И что это не означает обретение именно полноценного нового для него дома. Поэтому для детей младше 7 лет не рекомендуют гостевой режим, ну, потому что это травматично для ребенка. Другие специалисты именно по детской психологии отмечают, что все-таки оптимальным возрастом является возраст старше 10 лет. А именно тогда происходит вот это четкое осознание происходящего и удается избежать каких-то психологических травм. То есть старше 10 лет это практически, ну вот только подростки. Перед тем, как ребенок будет посещать гостевую семью, с ребенком работает психолог, да, который объясняет, для чего у него будет вот эта временная семья. И важно, чтобы ребенок понял, что родители, они не являются полной заменой мамы и папы, да, а лишь исполняют роль наставников, которые могут помочь ему, да, вот как раз-таки выйти из детского дома, познакомиться вот с этой окружающей действительностью, познакомиться с домом и так далее. Чтобы получить как раз-таки вот воспитанника детского учреждения на гостевой пансион, требуется выполнение определенных требований, которые также установлены законодательно, да, вот в данном постановлении. Как раз-таки можно это все прочитать и узнать.
Но вокруг данной формы, именно вот этот гостевой режим, все-таки ходит много споров. Одни говорят, да, что это хорошо, супер, а другие все-таки против данной практики. Ну, давайте немножко, да, быстренько так о плюсах и о минусах. Ну, какие плюсы? Ну, естественно, это получение дополнительной социализации. То есть посещение гостевой семьи дает какое-то базовое знание для адаптивного поведения, да, знакомиться с правилами поведения в обществе и так далее, которое в будущем выпускнику поможет и в поиске учебы, и в поиске работы, и каких-то построения личностных отношений. Это возможность приемному ребенку ощутить себя, во-первых, да, в полноценной семье. Ну, и, как я проговорила уже, что есть это выстраивание отношений со взрослыми сверстниками, это знакомство с бытом. Элементарно иногда ребенок не знает, откуда берется горячий чай. Да? Ну, то есть, что же говорить о чем-то большем. Ну и, естественно, это психологическая адаптация, то есть как переходный этап затем, если, например, семья согласна взять ребенка уже под опеку, да, под усыновление. Если со стороны родителей рассуждать, со стороны взрослых, то вот это разрешение на временное пребывание ребенка в семье оформить гораздо проще, так как она требует и меньше документов, и не требуется прохождение школы приемных родителей. То есть обращаться необходимо в органы опеки только по месту жительства. Ну, это тоже, конечно, имеет свои минусы, но для именно взрослой части населения, которая желает взять, это плюс, естественно. Также нет необходимости обращаться в органы опеки по месту жительства ребенка, да, вот, а лишь вот, там, где проживает данный кандидат. Ну и возможность оформить гостевой режим для ребенка, которому крайне сложно пройти, например, крайне сложно попасть в постоянную семью, да, и который обречен, в принципе, жить в детском доме. И тогда вот эта возможность на выходные, на праздники побывать в семье у ребенка, эта возможность появляется. Какие минусы имеет? Ну, во-первых, у ребенка, у любого ребенка, неважно, да, сколько бы ему было лет, 8, 9, 10, 11, всегда теплится надежда, что после выходных, ну, может быть, они меня заберут все-таки. Да? Иногда дети именно так рассуждают. Но, возвращаясь в детский дом после выходных, может испытать стресс. Да? И также опять искать в себе причины, что, наверное, это я такой плохой, потому что они меня не берут в эту семью на постоянно. Хотя, как я уже говорила, с ребенком изначально говорят, что это все-таки временная форма пребывания. Гостевая семья, гостевые семьи всегда, ну, иногда меняются. То у ребенка, значит, изначально возникает в результате этого неверное такое понимание семьи, да, с какими-то, может быть, смещенными ценностями. А все-таки семья изначально это тыл все-таки, да, где ребенка всегда ждут, а все-таки не та семья, которая меняется. Да, сегодня в одной семье пожил, затем в другой семье пожил. То есть семья все-таки это опора. И это тоже такой минус. Какой еще здесь минус? Приходя только на выходные, праздники, каникулы, у ребенка создается опять вот эти праздничные условия, да, так сказать, ну, которые, может быть, и нарушают его вот это понятие об опыте реальной жизни. Ведь когда ребенок попадает в семью и проходит вот эту адаптацию. Первый этап называется медовый месяц, да, когда вот эта эйфория, когда все на таком подъеме, что взрослые, что дети. А это как раз-таки вот здесь и ребенок и испытывает, когда он на ненадолгое время приходит в семью. То есть все со знаком плюс, да, то есть, вот эти умение решать конфликтные отношения, умение видеть вот именно вот те реалии, которые в обыденной семье каждый день происходят, ребенок, получается, он не видит, не получает вот эти ощущения. Создание специальных условий может стать причиной появления потребительского отношения к взрослым, то есть опять-таки это проблема долженствования, да, то есть я пойду, они там, то есть будет то-то, то есть ребенок опять-таки уже вот с каким-то чувством долженствования, ну, можно сказать, потребительским таким, вот это отношение возможно испытывать к взрослым.
Ребенка, размещенного в гостевой семье, могут в любой момент передать под опеку или усыновление другой семье. То есть появились родители, появилась семья, которая готова взять ребенка под опеку, например, да, нашлись какие-то родственники, где ребенок как раз-таки является для них дальним там, или близким родственником, и автоматически он уже опять не посещает, да, получается, вот эту гостевую семью. Это тоже для ребенка, естественно, плохо, то есть ребенок может только привыкнуть, и уже вновь нужно менять семью. Это не есть хорошо. Решение о возможности передачи конкретного ребенка на гостевой режим принимает все-таки руководитель учреждения. И поэтому иногда вот эта процедура определения, она может быть, и руководитель может отказать без указания каких-либо конкретных причин. Не каждого ребенка можно пригласить в гости, так как не все дети готовы к временному размещению семьи и возвращением в детский дом. Естественно, есть та категория детей, во-первых, дети, которые, например, агрессивные дети, которые психически нездоровы, которые по другим каким-то возможностям здоровья не могут посещать данную гостевую семью. Это тоже минус. Ну и, естественно, гостевой режим, он никогда не заменит семью и постоянное проживание в семье. Естественно, это тоже для ребенка, ну, как определенная такая, определенный минус, определенное, опять-таки, переживание тревоги, определенное переживание стресса, что от него могут отказаться. Да? То есть один раз сходил, что-то ребенку, может быть, и все и нравится, а родители что-то увидели в нем, что-то там заподозрили, и это может стать вот той отправной точкой отказа от последующих встреч. Ну, главное, конечно, не то, какой вид помощи мы предлагаем для ребенка, оставшегося без попечения родителям, а как мы это делаем. Да? Ну, то есть, естественно, здесь вот эти слова должны быть и главными для взрослых. Ну, на этом я хотела бы, да, вот, кстати, вот этими словами бы и закончить нашу встречу. Если есть вопросы, пишите, отвечу. Ну, так как вопросов нет, вот я вижу в чате. Ну, давайте будем прощаться тогда. Спасибо большое за то, что выслушали, за то, что были со мной до конца. До свидания.